На прошлой неделе Коми, как и другие регионы России, захлестнула волна продовольственной паники. Пользователи соцсетей то и дело делились снимками с опустевшими полками. В списке якобы исчезнувших продуктов – сахар, крупы и почему-то туалетная бумага. Многие тут же бросились в магазины, чтобы успеть купить то, что еще осталось. Неудивительно, после привычного продуктового изобилия одинокая гречка на фото и правда смотрится не очень успокаивающе. А вот так все выглядит на самом деле. Сахара, кажется, хватит здесь на всех. Следующие полки вот у нас, получается, с крупами, абсолютно полные. Разные есть сорта и виды, и всеми любимые макароны тоже на месте. Причем разные цены и категории, каждый может выбрать то, что он захочет. А сейчас давайте пойдем и посмотрим, как обстоят дела с главным стратегическим запасом – туалетной бумагой. Ну вот и здесь все тоже в полном порядке, поэтому каждый покупатель, который придет в магазин, сможет купить абсолютно все, что он захочет, в том числе и туалетную бумагу. В филиале крупной торговой сети признаются, спрос на некоторые позиции действительно увеличился, но дефицита продуктов не допустят. Поставки товара осуществляются ежедневно. Кроме того, у каждого магазина есть и определенный страховой запас. Все отслеживается автоматически. Если что-то заканчивается, система сразу же заказывает это у логистического центра. А это уже другой магазин в Сыктывкаре. Здесь мы решили закупиться всем необходимым. К слову, никакой паники нет, все абсолютно комфортно. Все позиции, как вы видите, мы нашли на полках. И вот даже тушенка здесь тоже есть. Все стабильно, все спокойно. Покупатели приходят нам ежедневно. Запасы товара в магазине держатся на 8 недель, плюс ежедневные поставки. Если что-то вдруг вымывается, делается заказ, товар привозится. Поэтому никаких перебоев нету. Как видите, полки абсолютно полные. Все спокойно. К слову, под особым контролем здесь и меры профилактической дезинфекции. Интервалы уборки сокращены, все поверхности каждый час обрабатываются. В торговых залах усилен воздухооборот. Посетители чувствуют себя комфортно, не спеша выбирая нужные продукты. Я давно не была уже. Пришла поэтому по телевизору вижу ажиотаж где-то. У нас ничего нет, все есть. Все, что хотела, все взяла. Я думаю, что не стоит закупаться заранее, потому что везде транслируют информацию о том, что на складах достаточное количество и продуктов, и питания, и хозяйственных каких-то хозяйственным назначением. Поэтому, думаю, всем все хватит. Все пройдет, а запасы, я не знаю, зачем такие большие делают. Это просто создали какой-то ажиотаж вокруг всего этого. Так все доступно, все есть. И в достаточно большом количестве, все нормально в этом плане. В некоторых магазинах изобрели свой способ снять напряжение и установили специальные таблички, которые информируют о том, что если какой-то товар и отсутствует, его в кратчайшие сроки выложат вновь. А это значит, что крупы, мука, сахар и туалетная бумага будут терпеливо ждать своих покупателей на полках и сегодня, и завтра, и даже послезавтра. Главное не поддаваться общей панике и не верить фейкам. Ксения Лосева, Павел Фетисов, телеканал Юрган, Сыктывкар.